Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Министерстве иностранных дел Туркменистана готовятся к важным кадровым перестановкам. О планируемых перемещениях сообщил источник Turkmen News во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана. Так Випах Хаджиев, нынешний замглавы МИД, скорее всего отправится в Швейцарию на должность постоянного представителя Туркменистана при органах ООН, а на его место придет Батыр Неизлыев. Последний до недавнего времени возглавлял дипломатическое ведомство страны в Москве. Пока неизвестно о дальнейшей судьбе главы МИДа Рашида Миредова. Этого человека считают одним из серых кардиналов туркменской политики, он возглавляет МИД с июля 2001 года. На этой должности Миредов стал свидетелем самых значимых исторических событий современного Туркменистана. Это так называемое покушение на Сапармурата Ниязова в ноябре 2002 года, затем его смерть в конце 2006. Приход к верховной власти малоизвестного на тот момент Гурбангулы Бердымухамедова, а в марте 2022 года передача президентского поста его сыну Сердару Бердымухамедову. Рашид Миредов на сегодняшний день является самым влиятельным туркменским политиком, отмечает источник Turkmen News. После смерти Александра Жадана и особенно после ухода на пенсию Виктора Храмова, оба события случились в текущем году, именно Миредов имеет последнее слово в принятии всех политических решений в стране. Источник полагает, что Миредов на своем посту долго не задержится, ведь Сердар Бердымухамедов активно расчищает кадры от ставленников своего отца. 63-летнего Миредова могут отправить послом в ООН в Нью-Йорке или в посольство Туркменистана в Вашингтоне. Там он сменит либо Аксалтана Атаеву, либо Миреда Аразова, оба являются дипломатическими долгожителями. Но вероятнее всего нынешний глава МИД Туркменистана получит куда более скромную пенсионную должность рядом с Гурбангулы Бердымухамедовым. Последний ныне возглавляет Халк Маслахаты. Комментируя возможные перспективы Миредова, источник отметил: этот политик знает слишком много, чтобы так просто отпустить его за океан. Рядом же с Бердымухамедовым-старшим уже образовался клуб чиновников-пенсионеров, где Миредов сможет коротать свою старость. К тому же состояние его здоровья, по некоторым данным, оставляет желать лучшего. Что же касается Випаха Хаджиева, то должность постоянного представителя при ООН была бы для него подходящей. Он регулярно присутствует на мероприятиях ООН, комментируя острые вопросы о правах человека, и фактически превратился в основного спикера МИД, а Батыр Неизлыев, претендующий на кресло Хаджиева, недавно был уволен с должности посла в России. Он неоднократно упоминался в публикациях Turkmen News в связи с его двоюродным братом Неизлыевым, бывшим главой госконцерна Туркменхимия. Последний сейчас находится в центре внимания следственных органов и пытается избежать уголовной ответственности. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.